Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Юкшара. Сегодня в программе. В селе Лыхны идут работы по строительству высоковольтных линий электропередачи и замене трансформатора. К уголовной ответственности по 4 фактам противоправных деяний привлечен житель Гагарского района. В Государственном концертном зале Пицунского храма открылся 10-й международный фестиваль. Под председательством президента Аслана Бжания состоялось заседание Совета Безопасности. Члены Совета Безопасности обсудили актуальные вопросы внутренней и внешней политики государства. Исполнилось 15 лет со дня признания Венесуэлой независимости Абхазии. Венесуэла – третья страна после России и Никарагуа, которая официально признала независимость и государственный суверенитет Абхазии. 10 сентября 2009 года в ходе визита в Москву президент Венесуэлы Уго Чавес заявил о том, что его страна официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба направил поздравительную ноту в адрес министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля в связи с 15-й годовщиной признания Венесуэлы. Мы придаем большое значение союзническим и братским отношениям, сложившимся между нашими государствами. Трудно переоценить ваш личный весомый вклад в укрепление абхазо-венесуэльского стратегического партнерства, отмечается в ноте. Председатель СГБ Дмитрий Кучуберия, начальник погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергей Щедрин и начальник погрануправления СГБ Абхазии Рустам Алатипов совершили совместный облет государственной границы. Они осмотрели пограничные отделения, дислоцированные в Кадорском ущелье, а также заслушали доклады начальников отделений погрануправлений. На государственной границе признаков нарушения обнаружено не было. В населенном пункте Аджамчыгра в селе Лыхны идут работы по строительству высоковольтных линий электропередачи и замене трансформатора. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Изношенные линии электропередачи, трансформатор с низкой пропускной способностью. Так на протяжении долгих лет выглядели электросети в населенном пункте Аджамчыгра, где проживает около 40 семей. Иногда напряжения не хватало, чтобы включить электропечь, не говоря уже о теплых полах и других электроприборах. Сегодня на этом участке по поручению президента Аслана Бжания сотрудники РУП «Черноморэнерго» ведут работы по строительству ВЛ. Средства выделены из республиканского бюджета. Вот столбы ставят, провод высокий проведут, и посередине, чтобы получилось и налево, и направо, население, чтобы ровно где-то трансформатор будут ставить. И на этом, я думаю, проблема снимется. Провода были уже, имели физический износ, и, честно говоря, все остальная техника здесь и физический, и моральный износ большой имела. В Черноморэнерго было принято решение о замене опор, о замене линии. На данный момент мы строим линию 10 киловольт, которая протянется порядка на около километра. По словам Ахры Гагулия, иногда при строительстве ВЛ возникают сложности из-за рельефа местности. Однако специалисты справляются со всеми трудностями. Уже установлена 21 опора и новый трансформатор. Существенно улучшится ситуация. На данном этапе мы установили уже опоры и траверсы. Осталось, на следующем этапе будут установлены новые линии. Я так думаю, что, скорее всего, это будут силовые провода, именно изолированные, да, то есть новые СИПы. И когда это будет сделано, я думаю, что здесь будет вообще фактически нормированное напряжение. Ремонтные работы электросетей в населенном пункте Аджамчыгра проводятся около месяца. Их планируют завершить в ближайшее время. Гугуца Вардания, Фатима Гергия, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.
Решением Новоафонского городского собрания территории, прилегающей к древнему храму святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне, присвоен статус городской площади и утверждено название «Площадь апостола Симона Канонита». Решением собрания, также в целях защиты памятника историко-культурного наследия, до утверждения генерального плана Нового Афона вводится запрет на выдачу разрешений на возведение объектов капитального строительства, а также установки объектов общественного питания, магазинов и торговых рядов рыночного типа на площади апостола Симона Канонита. Об этом сообщает администрация города Новый Афон. К уголовной ответственности по 4 фактам противоправных деяний привлечен житель Гагарского района. Подробности в оперативной съемке МВД. Незаконно хранимое наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя Гагарского района Барцыц Руслана Беслановича, 1988 года рождения. Марихуана в пластиковой бутылке хранилась в автомобиле, принадлежащем последнему, и была изъята в ходе досмотра автотранспортного средства. Ранее Руслан Барцыц был задержан в поселке Бзыбь в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Пицунского отдела милиции УВД по Гагарскому району по подозрению в нанесении огнестрельного ранения гражданину 1999 года рождения. Преступление имело место в селе Лохадзы напротив кафе «Веранда», когда на тот момент неизвестный на почве внезапно возникшей ссоры произвел выстрел из огнестрельного оружия в направлении потерпевшего, тем самым нанеся последнему сквозное пулевое ранение правой голени, после чего с места преступления скрылся. В совокупности инкриминируемых преступных деяний Барцыц Руслан Бесланович обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением оружия, умышленным причинением легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Обвиняемый содержится под стражей. Расследование проводит Следственный отдел УВД по Гагарскому району. Делегация Абхазии примет участие в фестивале «Дружба народов» в Байконуре. Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараш Хагба встретился с главой администрации города Байконура Константином Бусыгиным. Как сообщается на сайте Госкомспорта, Абхазии обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта. 11 сентября делегация из Абхазии посетит запуск ракеты-носителя «Союз-2». А 12 сентября танцоры из Абхазии примут участие в 7-м городском фестивале национальных культур «Дружба народов». В Государственном концертном зале Пицунского храма открылся 10-й международный фестиваль «Органные вечера» в Пицунде. Помимо абхазских артистов, в фестивале примут участие исполнители из России, Австрии, Беларуси и Японии. Выступят 18 органистов, а также зрители смогут насладиться звуками саксофона и альта. Подробности в репортаже Сарии Кварцхелия. Концерты органной музыки в Пицунском храме – одно из самых ожидаемых и посещаемых культурных мероприятий страны. Ежегодно фестиваль собирает под сводами храма известных исполнителей и любителей органной музыки. За минувшие годы фестиваль занял прочное место в культурной жизни Абхазии и подарил множество прекрасных вечеров. Акустические условия для органа в концертном зале храма идеальны. Ежегодно программа фестиваля меняется. Также меняются исполнители и концепции. В этом году в фестивале приняла участие органистка из Санкт-Петербурга Маргарита Еськина. По ее мнению, фестиваль – крупное событие не только для Абхазии, а для всего восточноевропейского региона. Я органистка и клавесинистка из Петербурга, но училась вместе с вашим замечательным органистом Лукой Гадели в Москве. Мы учились у одного профессора Александра Владимировича Фисейского, и с тех пор дружим и как люди, и как коллеги. И я очень рада, да, первый раз я на вашем фестивале замечательном, но много лет мне назад довелось поиграть на вашем замечательном инструменте, был просто отдельный концерт. И, конечно, он запомнился, и он впечатляет, и потрясающие стены храма, и сам орган замечательный. У нас в России не так много таких превосходных инструментов, и я была очень рада, когда получила приглашение на этот фестиваль.
История фестиваля гораздо продолжительнее, чем кажется на первый взгляд. Нынешний фестиваль является преемником международного фестиваля органной музыки, учрежденного еще в 1977 году и проводимого по инициативе Леонида Ройзмана, известного российского органиста. Фестиваль под его руководством стал проходить в Пицунде через 2 года после установки органа и проводился вплоть до 1992 года. После капитального ремонта органа по инициативе художественного руководителя органного зала, народной артистки Абхазии Марины Шамба, в 2014 году в эти стены вновь вернулся ежегодный фестиваль. Сплюсовать все годы во время советской власти, то это 30-й фестиваль, так 10-й юбилейный. Программа очень разнообразная, очень насыщенная, очень большое количество органистов съехалось со всей России, из зарубежья, также Белоруссия представлена, Япония. То есть у нас такой калейдоскоп школ, органных направлений, городов. И, естественно, они все подготовили абсолютно разные программы в разных стилях, в разных направлениях. Кто-то импровизирует, кто-то играет классические сочинения Баха, Генделя, Вивальди. У кого-то интересные программы с саксофоном, с альтом, с голосом. То есть и ансамбли будут представлены. Устойчивый интерес к органным концертам широчайших кругов слушателей свидетельствует о том, что международный фестиваль «Органные вечера» в Пицунде без сомнения становится одним из значимых очагов развития органной культуры. Первый раз вживую слышала и видела орган. Я, конечно, в восторге. И тут такой звук превосходный, что внутри все кипит, эмоции громаднейшие. Потрясающе. Просто сидел, все бурлило, все это самое, очень так насыщенно. Звук вот это гуляет, все это самое, все, непередаваемо вообще. Ежедневно до 14 сентября в Пицунском храме будут проходить по 2 концерта в 17 и 20:00, а завершится фестиваль большим гала-концертом. Сария Кварцхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В среду 11 сентября ожидается малооблачная погода без осадков. Жаркая погода. Температура воздуха ночью 17-22, днем 27-32 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.